Здравствуйте, я Шумячер Альбина. Работаю в театре кукол. Вот такой я пришла в театр кукол. А как я оказалась в нашем театре, это очень даже забавная история. Я всю жизнь мечтала быть аниматором, озвучивать мультики. И когда я училась в 10 классе, естественно, встал вопрос, какую профессию я выберу, куда мне пойти учиться. Вот. И на глаза мне попалось объявление, принимаются выпускники в культурно-просветительное училище. И меня заинтересовало одно отделение, называлось оно театральное. И я подумала, может быть, это то, что мне нужно. Я сдала документы, успешно сдала все предметы и поступила. И на последнем курсе встал вопрос, где же я буду работать? Возвращаться в свой город Кумертау мне не очень хотелось. Вот, и на каникулах была передача по телевизору. И выступал главный режиссер нашего театра Владимир Михайлович Штейн. И с ним была ведущая актриса Венера Рахимова. Он рассказывал про театр, какие спектакли он выпускает, и какие актеры работают в этом театре. Вот. Выступала и Венера Рахимова. Мне эта передача очень понравилась, запала в душу. А в конце был телефончик. Желающие прослушаться, проверить свои способности могут позвонить по этому номеру и приехать. Что я и сделала. Я сразу позвонила. И телефон, трубочку взял Владимир Михайлович Штейн. У меня сердце колотилось просто бешено. Я не слышала даже своего голоса. Ну, я ему что-то сказала, что-то спросила. Он мне ответил: конечно, можно приехать, можно прослушаться. И можете это сделать даже и в ближайшее время. Вот, но только перед тем, как вы приедете, позвоните, чтобы я был на месте. Я была на 7-м небе от счастья. Я стала думать, чтобы мне такое подготовить, чтобы мне такое рассказать, чтобы ему понравиться. Пересмотрела много всяких стихов, басен, проз. Потом думаю, да что же я думаю, что мне прочитать? Я же поступала в училище, я же готовилась. Прочитай то, что я знаю. Ну и когда позвонил, что я хочу приехать, вот он мне назначил день, и я стала собираться. Я приехала. И у меня страх куда-то делся. И когда он вышел, он мне показался таким интересным. И внешность у него была даже немножечко кукольная. Он пригласил в зал. Я прочитала басню, прозу. А потом, петь вы умеете? Чтобы вы могли спеть. И я спела забавную песню «Как хотела меня мать замуж отдать». Но, видимо, я спела ее так смешно, что он смеялся от души. Вот. И он говорит: конечно, я вас принимаю. Вот. А где вы, говорит, учитесь? Я сказала: я учусь в культурно-просветительном училище. И на последнем курсе.
и меня должны распределить в какой-то город. Не переживай, я пошлю вызов, вот, и вы будете распределены. Вот таким смешным, необычным образом я оказался в театре кукол. Мне очень посчастливилось работать с такими гениальными, талантливыми артистами, мэтрами своего дела, такими как Руфина Анатольевна Насонова. Это моя любимая артистка. О ней я вообще отдельно хочу поговорить. Ахмедшин Айрат Акрамович, Венера Рахимова, Искандаров Рамиль Альтафьевич, Галина Мушкина. Спасибо им за то, что они ни разу мне не отказали в помощи, поскольку я училась не на кукольном отделении, и мне приходилось овладевать этой профессией, уже работая в театре. Я по сей день учусь этой профессии, потому что мастерство, оно нарабатывается всю жизнь.